Прывітанне, гэта канал Свабода Прэміум, з вами працы Дмітрый Гурневіч, а сёння з прадстаўніком байполу Александром Азаром я хочу пагаварыць пра страляніну ў Менску, у выніку якой, як мы ведаем паводле паведамлення КДБ, загінуў супрацоўнік спецслужбаў і менскі айцішнік Андрей Зельцер. Спадар Александр, давайте спачатку вось, як спецыяліста спытаюся, вы побачылі відэа, пра якое ўжо в інтэрнэце, здаецца, напісана ўсё, там самыя неверагодныя канспіралагічныя версіі. Якое яно у вас выклікала ўражанне? Доверу, недоверу, нечто иншее? Ну, первоначально, когда мы просмотрели это видео и показали нашим экспертам, которые служили ранее в таких спецподразделениях, они сказали, что видео смонтировано, оно похоже очень на постановку, нереальное. Вот. Но позже мы получили информацию, что действительно сотрудник КГБ, сотрудник спецподразделения Альфа КГБ был убит, и мы у себя опубликовали даже его данные, его фамилию, значит, и фотографию. Вот. Мы можем точно сказать, что происшествие по этому адресу произошло, потому что в милицию были звонки с этого адреса о том, что кто-то выламывает двери, неизвестные люди ломают двери. Туда были отправлены наряды милиции Хроницкого РУВД. Вот. И, кроме того, информация о погибшем сотруднике есть, но информации о самом Зельцере нету. Конкретно ничего не подтверждает, что он там погиб, кроме слов властей. Значит, его родственники ничего на эту тему не говорят. На видео мы не видим ни трупа, ни следов крови, вообще ничего не видим его следов. Жену его мы, я думаю, что навряд ли вообще услышим, потому что она так же, как и, вот если вспомнить убийство байкера в Бресте, да, свидетель Корзюков, который находился рядом и все видел, был обвинен в пособничестве в убийстве там, и также был осужден. И он был сразу арестован, и его никто не услышал, и версию никто не знает. Соответственно, тут то же самое. Жену они задержали, говорят о том, что она задержана по подозрению в соучастии в убийстве, и мы не услышим от нее версии точно. Вот суд, скорее всего, будет закрытый. Вот. Но еще есть версия, что, возможно, он даже сбежал. Но я не знаю, конспирологическая очередная версия, да. Но я знаю, что план «Сирена» вводился в городе Минске. А план «Сирена» подразумевает поиск сбежавшего преступника. То есть была информация, что террорист сбежал, и объявлялся план «Сирена» по городу Минску, и сотрудники спецподразделений выезжали на свое место работы, место службы собирались. Вы говорите про учорашний день, так? Одразу после этого заряда. Про учорашний день. А вось скажите, вось вы, магчыма, таксама звярнулі ўвагу, ну, пра шмат хто гаварыў, ну, вось калі да цябе ўрываюцца сілавікі ў кватэру, там, як бы, атрымліваецца, здымаўся хутчэй Андрей Зельцер двумя камерами. Першая гэта телефон жонкі, другая, ну, магчыма, ён там сам паставіў. Вось пра што можа сведчыць тое, што, ну, вот мы я стаю з дробавіком, там, з паляўнічай стрэльбы, хочу кого-то забіць, навошта тады здымаць? Вот тут некае несупадзенне, у вас это не выклікае пытанняў? Нет, конечно, данный человек, у него не было умысла кого-то убить, он защищался. Значит, он установил как раз эти камеры для того, чтобы снять все происходящее, чтобы они подтвердили, что он не совершает никаких преступлений, чтобы в последующем ему нечего было предъявить. По поводу того же выстрела из ружья, там очень странная ситуация. Показано ружье стреляющее, но не показан человек, кто его держит и стреляет. Мы когда смотрим, и мы видим, что когда его показывают с ружьем, шторы закрыты, а когда стреляет ружье, просто без человека, шторы открыты. То есть это в разное время снято, и, возможно, какой-то длительный промежуток времени. Тут, видимо, какой-то вот монтаж по этому поводу и был. Даже если посмотреть, вот у меня такое предположение, что когда сотрудники вбежали в квартиру, какое-то время была тишина. И я так понимаю, что они пробежали коридор и вбежали в комнату, туда, где находился Зельцер. То есть они там что-то делали, и только потом начались крики и стрельба. Возможно, они стали с ним бороться и пытаться отобрать у него оружие, и оно выстрелило там случайно, к примеру. Человек этот не характеризуется каким-то злым нравом и каким-то жестокости замечен не был. Это
Он известный спортсмен, характеризуется только положительно, если посмотреть по социальным сетям. Другой информации не было. Таму што, напрыклад, дзяржаўныя там СМІ або праваладныя тэлеграм-каналы пішуць, што дайце нам гэта пракуратура сказала ці сам прадстаўнік КДБ, што ён хацеў, так это быў прадстаўнік следчага камітэту, здаецца, што ён хацеў хайпаваць дзякуючы этому відэа. То есть як бы прадстаўляюць, што Зельцер абсолютно мэтанакіравана записываў вось у момант забойства, таму што хацеў як бы здабыць нейкія дывідэнды з гэтага. Ну это трохі уже не псіхічнае захворванне або нейкае расстройство, таму што человек, который хочет забить кого-то, он это записывает как доказ, а он был здоровый целком. Не, конечно, ни о каком хайпе речь не может и быть. А когда тебе ломают дверь, кричат, значит, откройте дверь, и человек в это время находится внутри, он находится в стрессовом состоянии. Его должно колотить, он не будет соображать, там, хайповать там, и специально себя записывать, чтобы потом в интернете выкладывать. Такого быть не может. Но и дверь ломают не пару секунд, а его ломали, там, я не знаю, могут полчаса ломать металлическую дверь. То есть это был длительный процесс, показана съемка только начала взлома двери и конец. Вот. А так она очень длительно могут ломать. Меня, к примеру, если у меня дома ломали дверь, тоже у меня соседи все повыходили и говорят, они там целый час ее ломали. Все зависит от двери. Угу. А скажите, ці самі вы штосьці ведаеце, ці прынамсі чулі пра прычыну таго, што сілавікі прыбылі да кватэры Зельцера, таму што там, калі это была Альфа, гэта значыць не проста нейкі чалавек, які падазраецца ва ўдзеле, скажем, у нейкіх мітынгах, так? Ці вам штосьці вядома пра гэта, якая можа быць прычына? Да сейчас причина одна. Человек мог либо опубликовать какой-то комментарий, либо участвовать в акциях протеста, либо состоять в каком-то чате. Все на этом. Никаким он террористом, экстремистом, естественно, не является. Даже вот власти заявили, что они отрабатывали адреса террористов. Да? Если бы они отрабатывали адреса террористов, то сотрудники Альфы, которые там были, они должны были, соответственно, быть экипированы и вооружены. У них должны были быть бронежилеты, щиты, каски и автоматы с собой. Да? Такого мы не наблюдаем. Они обычно по гражданке, даже без бронежилетов, максимум пистолета, что они имели. Вот. То есть они знали, что человек не опасен, что он не террорист и не экстремист, поэтому они заходили так спокойно. Вот. И они... Гэтымі не ведалі, што яго спаляўнічая зброя, таму што она была зарэгістраваная. Это вопрос к оперу, который руководил этой группой взлома квартиры. Всегда на такие мероприятия выезжает инициатор, это будет оперативный сотрудник, значит, который будет стоять сзади и давать указания. Этот сотрудник должен был проверить, значит, есть ли у человека оружие, нету оружия, и инструктировать также группу задержания, как она должна одеться и какое вооружение она должна иметь. Это его обязанность. Всегда спецназ спрашивает, в каком виде нам быть. И ему опер говорит, как нужно, как одеваться. Соответственно, здесь опер не провел никакой проверки и сообщил им недостоверные сведения. И, соответственно, мы видим, какие сейчас опера служат в КГБ. Значит, все умные и добропорядочные, большинство уже уволилось, да, грамотных там не осталось, набирает молодежь, которая еще не умеет работать, и мы видим, к чему это приводит. Скажите, а тое, что КДБ дагэтуль не апублікавала імя, апрача вас, імя забітага супрацоўніка КДБ, так, просто называюць яго Дзімка або Дзіма Нірвана, так па мінушцы. Это вовремя нормально, такие правила, или это только выключение в этой справе? Вообще КГБ никогда имен своих не называет. И установить их данные сотрудников КГБ тяжело. Они используют документы прикрытия и в каких-то мероприятиях участвуют только наблюдая со стороны, обычно. Привлекают милицию, либо ДФР, к примеру, каких-то спецопераций, и сами стоят сзади и контролируют все. И нигде не записываются, ни в каких протоколах свою фамилию не указывают. Соответственно, тут ничего такого удивительного в этом нет. А ці чулі вы, магчыма, нейкія пацверджанні, потому што ёсць гэта хутчэй на ўзроўні, конечно, чутак і плётак, што Зельцер быў звязаны, магчыма, з кіберпартызанамі, так, адказвае за злівы з тых тэрабайтаў
з міністэрства ўнутраных спраў, менавіта таму ён ведаў, чым абернецца да яго такое затрыманне, таму пайшоў на такі драматычны крок. Ну, я сомневаюсь в этом. Ну, это могут связывать с тем, что он айтишник, соответственно, его могут связывать с киберпартизанами. Но информации такой нет, и я сомневаюсь, что он мог быть причастен к взлому баз МВД. Поэтому это только версия, ничем не подкрепленная, связанная его с профессией. А вось вы сказали про тое, што як бы КДБ не называе імёны сваіх супрацоўнікаў, ці гэта значыць таксама, што дэталі гэтай справы, некае следства, так мы таксама не даведаемся, таму што як бы, ну, по законе, там, хаця ў Беларусі цяжка про это гаварыць, не дазваляюць раскрываць гэтыя справы, там паведамляць, ну, паказваць здымкі забітага або як все адбывалася, магчыма, з тэлефона таксама яшчэ жонкі, бо мы не бачылі, што жонка записывала на тэлефон, там невядома, я маю на ўвазе жонка Зельцера. Ну і ў прынцыпе, як бы прычына, чаму сам затрыманы хацелі затрымаць самого Зельцера. Конечно, информация не будет обнародована, и даже судебное заседание будет закрыто 100%, я в этом уверен. И будут только официальные какие-то комментарии даваться, такие, которые, ну, захочет само КГБ дать. Людей, всех, кто будет участвовать, будут предупреждать об уголовной ответственности, брать подписки о неразглашении, и адвокатов в том числе, для того, чтобы никакая информация не просочилась. А як вы мяркуеце, ось, які можа быць наступства ў такім грамадска-палітычным сэнсе гэтага здарэння, этой страляніны? Ці ўлада пойдзе на нейкія крокі? Ну, адразу некаторыя там пачалі зноў ўсё канспіралогія, таму што мала інфармацыі такой, ну, праўдзівай, закручваць гайкі, уводзіць чарговыя рэпрэсіі, хаця б здавалася, куды яшчэ нейкія рэпрэсіі. Ну, нет предела репрессиям, я думаю, да. 1937 год это показал. И Лукашенко сейчас, заявив, что он с этим разберется, мы видим, что, в принципе, я думаю, что репрессии могут усилиться. Могут внесены быть какие-то изменения в законодательство, разрешающие сотрудникам там применять оружие в других случаях, которых раньше запрещено, к примеру. Либо могут изымать оружие вообще у всех охотников, чтобы ни у кого его не было. То есть я думаю, что репрессии только усилятся. І апошняе пытанне, ці Байпол вы плануеце праводзіць некае спецыяльнае расследаванне гэтай справы, як бы вы займаліся шмат такімі справамі, ці вы ўжо некую атрымаеце, скажем, інфармацыю, якую, конечно, вы не можете пакуль агучыць, і вы хочаце пазней зрабіць некую кампіляцыю, магчыма? Ну, всю информацию, которую мы получим, и нам удастся провести какое-то расследование, мы будем, конечно же, публиковать. Мы не можем предполагать, что мы там будем проводить расследование почему-то. Мы можем проводить его, если у нас есть какие-то фактические данные. Как только они появятся, тогда мы проведем расследование и опубликуем. Мы уже опубликовали вот сведения о погибшем сотруднике КГБ, значит, сообщили, что он потомственный сотрудник КГБ, у него мать работает в КГБ, и первоначально он как раз у нее под началом и служил, а потом уже перевелся в Альфу, спецподразделение. Его родители родом с Логойского района, возможно, похороны будут как раз в Логойском районе. Но это предположение. В принципе, все мы будем публиковать. Если у нас что-то будет значимое, будем публиковать. Дзякуй вялікі. Я нагадаю нашим глядачам, што сёння маім госцем быў прадстаўнік Байполу Александр Азаров. Для вас у празе працаваў я, Дмітрий Гурневич. Вы глядзелі канал Свабода Прэміум. Дзякуй за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся за свабодай.